мы это сделали. Это закон не о журналистах, это закон о медиа. Он к, собственно, контенту имеет очень там небольшое отношение. Там есть только 36-я статья. Там всего 12 пунктов в 36-й статье, в которой написано, в общем, в 12 пунктах изложено, что нельзя в украинских медиа говорить, показывать и так далее. Ну и, в общем, такие достаточно очевидные вещи, которые, в общем, есть и в другом законодательстве. Мы просто собрали, ну, потому что, опять-таки, мировая, европейская, в том числе, практика, ну, чтобы, если там есть медиа, да, ну, соберите все в один закон. То есть это кодификация, да, чтобы все было в одном законе. Вот я захочу, допустим, завтра открыть телекомпанию, да, или там начать там интернет-сайт там раскручивать, да. Я беру этот закон, я его читаю, я точно понимаю. Но там все детально расписано, прямо до мелочей. Да, я точно понимаю, как это все, значит, в нашей стране работает, да. Что касается вот ограничений, то это понятно, это, ну, по сути, общественное, не государственное, это, ну, общественное ограничение, потому что наше общество там не хочет, чтобы в медиа там занимались там пропагандой наркотиков. Наше общество не хочет, чтобы, значит, у нас там, ну, действительно, мы этот раздел новый, что поначалу мы там просто расписали о том, что, ну, там нельзя, значит, контент, который там может травмировать детей, да, но наши европейские коллеги сказали: нет, ребята, это у вас устаревший подход, значит, дети — это очень важно. Мы убедились, что, ну, вот, скажем, контент, который вот мы иногда там думали, что, ну, нет, он не влияет на детскую психику, нет, влияет, поэтому будьте добры, вот вам, так сказать, предложения наши, распишите вот точно так же, как у нас, да, подробно, потому что есть прямо целый раздел по контенту, который, ну, от которого надо, так сказать, детей защищать. Да? Ну, про взрослое, а все остальное, там, это, в общем, достаточно понятные вещи, там нельзя дискриминировать людей, нельзя людей там... Ну, очевидные европейские все стандарты, да? Ну, конечно. Но там есть глава про страну-агрессора. Там есть еще там есть еще один пункт, опять же, это не новости, да, значит, но почему-то вот очень многие возбудились, за поребриком, в том числе, возбудились. Ну, потому что нельзя, значит, заниматься адвокацией преступлений нацизма и, значит, коммунизма советского, да. Вот как же так, значит, а как же вот там советские деятели, вот, а если мы их покажем, если мы там покажем позитивно Щербицкого, нет проблем, вы можете показать позитивно Щербицкого, только вы, ну, должны дать такой контекст, чтобы люди не забывали, что Советский Союз — это не прекрасная страна там, с розовыми копеек, единорогами, да, значит, это страна, в которой в мордовских лагерях убивали медленно, в том числе украинских патриотов, да, значит, борцов за украинскую независимость.